Да, бизнес нужно, но не надо забывать о том, что есть люди, которые очень нуждаются. Надо помогать. Меня зовут Айше Ситмуратова. Родилась в Крыму, Керченском полуострове, Маяксалынский район, деревня Аджи-Эли, недалеко от Азовского моря. Кончила в депортации русскую школу, потом поступила в университет Самаркандский на исторический факультет и себя считаю историком. Когда началась война 1941 года, мне было 4 года и 3 месяца и 7 дней. Призвали отца на фронт, в армию, Красную армию. Он ушел. Мы 6 детей, а мама в положении была 7-м. И вот 7 человек нас во время войны, мать нас, как говорится, прикрывала, не спала. Ночью, как начинали бомбить наши или немцы, мы бежали, там у нас в деревне пещеры были. В эти пещеры, и там всю ночь сидели. Если не успевали это, то перед домом окоп был вырыт. Мы прыгали в окоп и сидели в окопе. Конечно, мы, дети, оккупацию пережили. Единственное, что, когда в 1944 году освобождение было, мы радовались, что и отец наш вернется, потому что сосед вернулся. Он, видимо, знал, что отец погиб, но сказал, что он попал в другой отряд. И поэтому промолчал. Но потом мы поняли, что он знал, но не хотел нас, маму, убивать, как говорится, до конца. В ночь с 17 на 18 нас мама стала поднимать всех. Ну, одного поднимет, 7 же детей маленьких. Младший 2 годика, старшему там 17 лет. Старшие-то сразу вскочили и стали что-то бегать, собирать чего-то. А мы никак маленькие. То один засыпает, то другой засыпает. И, наконец, когда это я уже позже, мама рассказывала, как этот офицер, который присутствовал вместе с солдатами, спросил: «Где ваш муж?» Мама говорит: «Это я должна у вас спросить. Он ушел воевать, вы пришли, а его нет». И мама говорит, он тогда достал, говорит, 3 большие деньги красные, я не знаю, сколько, какая сумма, и дал нам, говорит, детям. И мы-то маленькие, знаем, что это надо брать, раздают, бери. И когда нас уже вывели на улицу, то повезли как раз в деревне, повезли нас на бричке, маленьких детей собрали, посадили, потому что километров 2-3 надо пешком идти. И нас загрузили в эти скотские вагоны, и вот мы в этих скотских вагонах доехали до Узбекистана. И нас в Узбекистане, в Зербулаке оставили, и на машинах увезли далеко-далеко. Это в шахта, рудник назывался Лянгар, Хатырчинский район, Самаркандская область. Мама нас сберегла, умирали очень многие. Мама, как говорится, день и ночь таскала на носилках камни, строили дома. Всем досталось. Наш народ потерял 46% больше. Гибли дети от голода. На секретном закрытом суде в 1967 году
сказала открытым текстом. Немцы знали, что наш отец в Красной армии. Маму пальцем не тронули. А спецкоменданты маму мучили, об стенку били. Я говорю, так что для нас НКВД мы называем эсэсовцами советскими. Получила диплом и поехала в Москву в Институт истории Академии наук СССР поступать в аспирантуру. Я сдала, все, проходила конкурс, но меня не приняли, отправили в Узбекистан. Сказали, что есть у вас там академия. С этими оценками, говорят, вас должны зачислить в Узбекистане. Я приезжаю в Ташкент. В Ташкенте захожу к директору Ахунову. Она мне говорит, мы готовим своих кадров. Я не сразу поняла, а потом, когда до меня дошло, своих. Это значит, узбек имеет право учиться, а я, крымская татарка, не имею права в Узбекистане в аспирантуре учиться. Я говорю, в Москве, говорю, не приняли, я конкурс проходила, сюда приехала, вы мне сказали открытым текстом, спасибо, говорю, хоть дали понять, что я должна теперь бороться для того, чтобы и наша республика была восстановлена, и наш народ, чтобы вернулся на родину. Вот тогда я и поняла, и с этого времени я начала включаться в национальное движение. Для меня авторитет – это участники войны, которые тоже были с нами вместе в ссылке. Они же все были, ни один человек не мог, кроме Амитхана, который, когда выложил все свои награды, Верховный Совет, и после этого только ему разрешили, и родители вернулись. А остальные все партизаны, герои, все они были в Средней Азии. И часть из них на Урале был. Активистов брали за шиворот и сажали в тюрьмы, лагеря. И в числе первых оказалась я, как историк. Потому что в Москве в 1966 году я очень активно участвовала, составляла программу, куда ходить, куда, чего писать. Обращались в пионерскую газету, учительскую газету. Я спросила у редактора, я говорю, почему вы не пишете о героях Советского Союза, крымских татарах? У нас же очень много, говорю, герои. И она говорит, откроют шлюзы, тогда будем писать. И я поняла, что я должна думать не о себе, не о родных, а думать надо будет о всем народе. О всем народе и о нашем национальном движении. Потому что мы в руки не только автомат Калашников, даже кухонные ножи не брали. Наша борьба была мирная. Обращения писали, письма писали, подписями. Представители мандатом отправляли в Москву. Поэтому они должны были это понять, что мы несем демократические формы борьбы. И по сей день мы работаем для того, чтобы демократия в жизнь вошла, а не на словах. Один день пришли утром в 7 часов, стали обыскивать у нас дома. И в этот же день меня взяли, самолетом доставили в Москву. Вот мы сидели в Москве, и я 2 месяца не выходила на допросы. Я говорю, я знаю, я не служила немцам, я не служила НКВД, я не служила никому, я хочу вернуться домой. Домой, где мой отец построил дом в Крыму, и откуда вы меня в 6-летнем возрасте выставили за пределы Крыма. В общем, дискуссия была, в полном смысле. Дискуссия,
Это допрашивал подполковник Фомин, а потом уже стал допрашивать меня генерал Шарапов. В общем, я стояла на своем. Наш народ не виноват. Виновных найдите и судите. Почему вы весь народ осуждаете за деяние каких-то тысячи человек? Вы знаете, лагерь, я не скажу, что страшный, но сам факт, женщина, бухгалтер, как получилось, что у нее недостаток. Ей дают 12 лет. Дети остаются полусиротами, она их выплачивает. Муж уже, черт его знает, что делает, детей смотрит или не смотрит. И я об этом пишу в письме. Я говорю, здесь непочатый край для науки. Представьте себе, за какие-то 10 тысяч рублей растрат бухгалтер получает 12 лет, а разрушается семья и дети-сироты. И мне говорят, вызвали в лагере начальство, мы, говорят, задержали ваше письмо. И вы представляете, что мне сказал начальник режима? Мы запрещаем вам мыслить. И я говорю, прям вот так сделала. Ого, вы все можете, но в этом вы бессильны. Мозг остановится тогда, когда вы пустите сюда пулю. Вы можете меня в подвалы спустить, вы можете меня в Сибирь послать, везде и всюду. И не мыслить я не могу. Вот так дошло до того, что мне запрещено было мыслить. Вот какие вещи я слышала от коммунистов советской власти. Я боролась для того, чтобы честь своего народа сохранить. В Ташкенте, инструментальном заводе, у меня родичи жили. Я приехала к ним, старый человек был, Басирахамс, мамин двоюродный брат. И там бабушки собрались и говорят, у кого дети, они уехали в Крым строить дома, потом своих матерей, бабушек возьмут. А у нас никого нету. Кто нас повезет? А я сказала, уже не подумав даже, я вам построю. И 10 лет пробивала это здание. 10 лет. Пробила при помощи ООН. Таким образом, там тогда Голландия, Канада, Турция, Англия, Украина оказали помощь материальную, отремонтировала все за несколько месяцев. И в 2001 году я уже писала, и человека отправила в Ташкент, дала деньги, чтобы бабушек привезти, если кто жив еще. И они приехали все, и вот так я открыла. Мы создали национальную дом престарелых. Мы готовили только свои национальные блюда. И чубереки, и бурма, и кашгашлар, все мне передают. Пусть Айше приходит, чтобы мы жили так, как при ней. Айше уже не может ходить. Не может. Я уже устала. Я всю жизнь о ком-то думала, только не о себе. А сейчас уже ноги плохо ходят, глаза плохо видят. Каждый человек. И если он считает, что он рожден крымским татарином, и есть у этого народа, у нации свои традиции, свои обычаи, все соблюдает, свой язык, это уже патриотизм, я считаю так. И любовь к своей нации, к своей родине, ценить старших
товарищей, которые сделали очень многое для того, чтобы наша нация жила и будет жить. Но если люди не захотят жить крымскими татарами, это другая проблема. У нас дома мама не знала ни одного слова русского. И все дети, внуки до 3 лет, до детсада, только на татарском языке. Ну, а теперь я вижу иногда пожилые люди неправильно произносят, неправильно выговаривают, но стараются с внуком или внучкой говорить на русском языке. Речь идет о сохранении языков. Язык – это основа культуры. Это фундамент культуры. Исчезнет язык, исчезнет и нация. Если мы сегодня не возьмемся за ум и не будем изучать свой родной язык, то очень трудно будет в будущем говорить о крымских татарах. Тогда получится, как вот польские татары, литовские татары и теперь другие татары. Я не думаю, что как вам сказать, я горжусь своим народом. И в то же время я печалюсь, когда вижу отрицательные стороны в нашем народе. В первую очередь знать свой язык. Если свой язык человек знает, то он очень быстро и хорошо будет знать другие языки. И я и узбекский знала прекрасно, и знаю. Немецкий изучала в школе хорошо. Английский я в Нью-Йорке пошла zero class, ABC, так начала учить. И теперь я уже, как говорится, тоже понимаю, пусть не мыслью по-английски, но понимаю. Поэтому я в то же время свой язык не забываю. Язык – это фундамент культуры каждого народа. Мы не из тех народов, которых называют дикарями. У нас были государства, у нас был язык, у нас были ученые, лекари. Поэтому надо постепенно молодежи стараться возродить свой народ. Хотя бы сейчас, в тяжелое время, мы должны думать о культуре нашей, о языке нашем, о росте численности. Для того, чтобы получить образование, многие наши лидеры, и Нуман Челебиджхан, и другие, учились за границей и возвращались. И вернулись и возглавляли народ. И если едут учиться, это неплохо. Кругозор будет, язык будут знать. Поэтому здесь плохого ничего нет, но должны вернуться домой, к родным, близким. Сейчас нужно думать о будущем нации. Все народы думают о будущем нации. Почему мы не должны думать, что это преступление? Знать язык свой – это что, преступление? Сейчас, слава Богу, не сталинские времена. Нас мало. Нас могут прийти и взять у нас из рук все. Но мы не должны покидать нашу родину. Это наш дом. Я когда говорю, я вспоминаю слова директора
Института истории Академии наук Узбекистана Ахунова. Мы готовим свои кадры. Мы ничьи будем. Мы будем только кадрами своей Родины. Это надо понять. Смысл жизни – это увидеть свой народ грамотным на своем родном языке, культурным, трудолюбивым. И притом вы знаете, что мы выжили в стране в период, когда нас выслали, мы могли полностью исчезнуть там, в песках Узбекистана и Казахстана. Мы выжили своим трудолюбием. Наш народ прославлен, и все знают о трудолюбии нашего народа. Трудиться, и Крым надо превратить в цветущий сад.